Активисты Ингушского штаба Народного фронта и общественники организации «Ветераны боевых действий России» приняли участие в форуме ОНФ «Все для победы», посвященного трехлетней годовщине проекта. Выставку посетил и Владимир Путин. Народные фронтовики рассказали, что участникам СВО и мирным жителям помогают около 5 миллионов граждан. За 3 года работы проекта россияне перечислили более 24 миллиардов рублей. Владимир Путин оценил труд активистов, а также принял участие в церемонии вручения премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям, а также жителям Донбасса и Новороссии. В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Это люди, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам, чтобы те смогли вывести украденные деньги. Соучастникам мошенничества грозит до 3 лет лишения свободы за приобретение карты для передачи ее третьему лицу, до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. В МВД призывают граждан быть особенно внимательными к просьбам незнакомых людей. Жители Ингушетии до 21 июня могут участвовать во всероссийском конкурсе творческих работ памяти героев Верны. Эта инициатива запущена Государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с Движением Первых и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» для сохранения памяти о героических подвигах участников специальной военной операции. Программа включает такие номинации, как эссе на тему «Я в сердце бережно храню», рассказ, посвященный событиям СВО, сочинение на тему «Династия военных». Специальная военная операция рождает новое поколение героев. Исполнение авторского стихотворения, собственной песни. Результаты конкурса станут известны в ноябре, а зимой состоится торжественная церемония награждения авторов лучших работ. Правительство России утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров на федеральной территории Сириус с 23 ноября по 2 декабря 2025 года. Минпросвещение должно утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия до 16 июля. Международная естественно-научная олимпиада юниоров проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников в международных олимпиадах в текущем году. Со 100 до 200 тысяч рублей повышается максимальная сумма возмещения по ОСАГО при дорожно-транспортном происшествии без вызова ГИБДД, если сохранились разногласия между участниками аварии. Такой закон в стране уже вступил в силу. Если водители смогли договориться насчет компенсации, то пострадавший, как и прежде, может рассчитывать на возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и в пределах 100 тысяч рублей без нее. 17 июля в Москве в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» станут известны победители конкурса растущих брендов «Знай наших». В их числе будут названы лучшие в номинации «Кавказские бренды». Конкурс проводится с 2023 года для поддержки отечественного бизнеса в продвижении своей продукции и выхода компаний на новые рынки. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Всего на конкурс поступило 96 заявок по номинации «Кавказские бренды», как от представителей традиционных для Кавказа отраслей, сферы народных, художественных, текстильных промыслов, фермерства и агропроизводства, так и от организаций, представляющих новые направления – образовательных центров, санаториев, компаний по производству строительных материалов, техники и других. Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запретить продажу газировки, чипсов и сладостей, содержащих трансжиры, в школьных буфетах и торговых автоматах. В то же время они выступили за то, чтобы в школьном питании было больше фруктов, овощей и цельных злаков. Таким образом, депутаты предлагают снизить риски потребления вредной пищи детьми и подростками, повысив качество школьного питания и укрепив здоровье молодого поколения. В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу на 1 час для всех россиян. Новое правило будет распространяться на тех работников, которые работают 5 дней в неделю. Это, по словам парламентариев, благоприятно скажется на удовлетворенности сотрудника своим местом работы, повысит производительность труда. Отмечается и рост мотивации работников, которые готовы выполнить поставленные задачи в более короткие сроки. Также нововведение позволит улучшить качество жизни россиян и будет способствовать сохранению их здоровья, резюмировали авторы законопроекта.